Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Снижена грузоподъемность на 2 автозимниках в Якутии. В Ленском районе появится понтонный мост. Вакцина от сезонных инфекций, препарат, защищающий сразу от коронавируса и гриппа, испытывают в России. Возраст в этом виде спорта только добавляет опыта. Чемпионат Якутии по хоккею среди ветеранов стартовал в регионе. Снизили грузоподъемность на 2 автозимниках в Якутии. Теперь ледовая переправа через реку Вилю и автодороги Джиген в Вилюйском районе закрыта для проезда транспортных средств весом свыше 20 тонн. В связи с изменением структуры льда понижена грузоподъемность переправы от поселка Джибарики-Хая до Охотского перевоза в Тампонском районе до 10 тонн. В связи с понижением грузоподъемности в Ленском районе появится понтонная переправа. Ее установят на месте старого моста в поселке Северная Нюя. Дорога, проходящая через мостовой переход Нюи, является важным звеном между Ленском и другими городами. По ней возят грузы на север Якутии, в Иркутскую область, а жители и гости Ленска добираются до крупного аэропорта в Мирном. Почему на мосту 60-го года постройки решили ограничить движение и что думают об этом местные жители, расскажет Ксения Журавлева. Ржавые пролеты, погнутые ограничители и не внушающие доверия опоры. Мосту, расположенному на трассе Ленск-Мирный в поселке Северная Нюя, уже больше 50 лет. Со времен постройки он пережил многое. Любители острых ощущений, аварий и даже гибели людей. Но ремонта так и не дождался. Вам не страшно было ездить по мосту? Ну, мы уже привыкли к нему, он уже давно в таком состоянии. Посмотрим, как пойдет ледоход. Вот когда идет ледоход, да, конечно, льды разбиваются, быки, и страшно смотреть. Если новый мост построить, а этот путь пока работал. А как тогда нам это завозить продукты будут или в больницу ехать? Не страшно? Ну нет, хотелось бы, конечно, чтобы реконструкцию произвели. В январе этого года разрушение моста достигло предела. Логисты «Алроса» не выдержали. Пока зимой температура позволяла передвигаться по льду, сотрудники МУАДа запросили разрешение на обустройство ледовой переправы. Управление автодорог Якутии одобрило инициативу. Так нагрузка тяжеловесной техники на ветхую конструкцию снизилась. На сегодняшний день Мирнинское управление автомобильных дорог обратилось к балансодержателю данного мостового перехода с просьбой закрыть его полностью на период действия ледовой переправы до 1 апреля. Так и ездили бы со страхом и опасениями, если бы не поменялся собственник. Теперь за вид и безопасность моста будут отвечать федеральные власти. Сейчас движение по мосту возобновили до прохождения ледохода и установки понтонов. Меньше чем через год автомобили будут пересекать реку Нюя по специальной понтонной переправе. А все потому, что начнется долгожданная реконструкция моста, который много лет требовал ремонта. Старое строение полностью демонтируют и за 3 года возведут новое, стоимостью более миллиарда рублей. Проект одобрен. Понтоны готовят к отправке, правда, пока непонятно, как будет действовать сезонная переправа в период ледохода. Старому же мосту подарят вторую жизнь. Многие поселки находятся через реку, и когда река разливается, как бы беда, изоляция наступает. То есть прерывается все сообщение. Вот эти вот мостовые, они, вы видели, там по 25 метров. Очень удобно. То есть если мы их наложим на реку и соединим 2 берега, соответственно, мы решим многие еще вопросы здесь в районе. Бонусом к новой мостовой переправе станет прокладка асфальта от города до поселка Северная Нюя. Он решит проблему заброшенности, и пыли станет меньше. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Тест для выявления всех штаммов коронавируса появился в России. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство. Так, получено регистрационное удостоверение на диагностическую систему «Амплитест», которая представляет собой набор реагентов для определения коронавируса в мазках со слизистой носа и ротоглотки. Отмечается, что это самый быстрый тест на рынке, который выявляет все штаммы коронавируса, циркулирующие на территории России. С помощью него можно определять вирус как ручным, так и автоматическим методом.
Тем временем комбинированную вакцину, защищающую сразу от коронавируса и гриппа, в настоящее время исследуют на животных. Ее разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Эта вакцина может иметь важное эпидемиологическое значение, потому что она позволит вакцинировать население ежегодно сразу от 2 инфекций – от гриппа и от нового коронавируса. Нестандартные пешеходные ограждения демонтируют на 10 улицах Якутска. Первые работы начнутся на улицах Петровского, Аюнского, Октябрьская, Лермонтова, Автодорожная, Вилюйский тракт, Можайского, автострада 50 лет октября, Быковского и Окружное шоссе. Специалисты разработают схемы, по которым четко определят сроки и объемы работ. Проект пройдет согласование, затем его направят на утверждение главы города. Отмечается, что основная проблема ограждений заключается в том, что многие установлены на самой проезжей части дороги. Было предложено убрать ограждения в местах, в которых есть зеленые зоны более 1 метра. В российских школах ограничат число контрольных работ. Рособорнадзор к августу создаст регламент, чтобы ограничить число проверочных работ, снизить нагрузку на учителей и учеников, снять обеспокоенность родителей. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Роспотребнадзор проанализировал количество контрольных, проверочных и других диагностических и самостоятельных работ в школах. Изучены учебные планы и рабочие программы 7 класса. По словам Анзора Музаева, будут выработаны единые подходы, которые бы ориентировали учителя на то, что он не обязан по указке свыше проводить огромный процент контрольных работ. Нерюнгринский школьник Владислав Ижик, победитель и призер различных научно-технических конкурсов, своими проектами продолжает покорять вершины. Он создал гаджет, который не имеет аналогов среди подобных моделей ведущих производителей. О чем идет речь? Сюжет Екатерины Павловой. В апреле текущего года состоялся первый республиканский онлайн-конкурс биотехнологических и медицинских проектов «Биохакатон», где Нерюнгринский район представляли 2 команды – гимназия номер 1 и ИТЛ-24. Гимназия 1 у них был проект, направлен на рекультивацию отвалов после угледобывающих предприятий, которые добывают уголь открытым способом. А у команды ИТЛ номер 24 у них был проект по переработку пластика в сырье для 3D-принтеров. Команда ИТЛ-24 стала победительницей в направлении экология. Биохакатон призван стимулировать появление новых идей проектов. У участника команды победительницы Владислава Ижика таких идей много. Созданием проектов 17-летний юноша занимается с 14 лет. Первый проект назывался «Использование технологии блокчейн для верификации дипломов». Этот проект выставлялся на международном уровне. Например, я ездил с ним в Абу-Даби, где успешно представил. И уже во время этой международной конференции Владиславу пришла в голову идея нового проекта. Прогуливаясь по торговому центру Абу-Даби, юноша заметил, как часто люди смотрятся в зеркала. Владислав решил, что раз предмет всем очень нужен, надо его усовершенствовать, превратив в умный гаджет. Что такое умное зеркало? Это девайс, который поможет человеку экономить его время за счет персонализации контента. Например, если к зеркалу подойдет человек в возрасте, и зеркало его опознает, то ему выведется, что нужно, например, выпить таблетки. И так далее. Например, если кто-то хочет готовиться к работе, чистить зубы, ему выводятся биржевые сводки, погода, и так далее. Это он все может сам настраивать. Это является ключевым отличием от заводских аналогов. То есть у них нет никакой персонализации контента. Свои проекты Владислав Ижик с научным руководителем Сергеем Деминовым разрабатывают в лаборатории на базе родной школы ИТЛ-24. Впереди у Владислава много планов. Ближайшие – участие в научной конференции «Шаг в будущее» и защита интеллектуальной собственности, патент проекта, а также подготовка к сдаче ЕГЭ. Владислав планирует поступить в вузы Москвы или Петербурга, связанные с информационными технологиями. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. 3 площадки для тотального диктанта подготовили в парке «Россия. Моя история» в Якутске. Всемирная просветительская акция в республике пройдет 10 апреля более чем на 150 площадках, в том числе свыше 20 в Якутске. Главной площадкой акции станет Дом дружбы народов имени Кулаковского, где автор текста, российский писатель Дмитрий Глуховский, в 14:00 в прямом эфире прочтет для всех участников произведение «Обещание».
Телеканал «Якутия-24» покажет прямую трансляцию тотального диктанта. Прямой эфир с разных локаций начнется в 13:30 и продлится до 17:00 по местному времени. В честь проведения Всемирной просветительской акции на якутской телебашне 10 апреля включат красную подсветку. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Синоптики прогнозируют снегопад, местами сильный, на территории 4 районов республики сегодня. По данным якутского УГМС, осадки ожидаются в Мирнинском, Ленском, днем в Сунтарском, Нюрбинском районах. Также возможно усиление ветра, скорость в порывах будет достигать 15-17 метров в секунду. В Якутске обильный снегопад прошел минувшей ночью и может продолжиться в течение дня. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения в связи с выпадением снега и с осложнением погодных условий. Водителям на дорогах следует быть предельно внимательными и осторожными. Теперь о спорте. Накануне в столичном Ледовом дворце Элейботур стартовал ежегодный республиканский чемпионат по хоккею среди мужчин старше 40 лет. Самым возрастным участником турнира 60 лет и более. В чемпионате участвуют 4 команды из районов, в том числе и команда «Ветеран», которая является победителем соревнований последних 2 лет. Финал чемпионата намечен на 10 апреля. Ну, в этот год, сами знаете, не очень простой, так как в связи с коронавирусом у нас тренировки были частично замороженные. Был какой-то период, где мы не играли, но в целом, в принципе, команда готова. Некоторые участники у нас выступали в предыдущей спартакиаде, которая проходила в городе Якутска, где занял город Мирный 1-е место. В целом команда собрана, готова. Но так как очень сильные команды на чемпионате выступают, это как «Ветеран» Якутска, уже непосредственные победители 2 сезонов. И в этом, думаю, сезоне они покажут такие же результаты. Надеемся. Также команды выступает «Сокол», команда «Полярник» Якутска и команда «Металлург» Алданского района. Мы продолжаем следить за развитием событий. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.